Всем привет! Итак, представляю вашему вниманию лягушку и бабочку. Ну ладно, я пока не умею складывать фигурки из бумаги, но давайте сегодня вместе со мной научимся искусству оригами. Оригами – древнее японское искусство складывания бумаги. Ори означает «складывать», а ками – «бумага». В наше время оригами распространено по всему миру и имеет большую популярность. Как отметили ученые, оригами повышает память, аккуратность, моторику и успокаивает нервы. Фантазию, воображение, потому что из одного квадрата бумаги можно сделать тысячи тысяч фигур. Вот где они скрываются? Вот такой простой квадрат, казалось бы. А множество фигур можно сделать именно из формы квадрата. Если научить правильно, то каждый может быть и дошкольник. У меня есть такие дети, группа, где дошкольники, я их тоже начинаю обучать с 5-6 лет. И есть дети, которые именно начинают в этом возрасте знакомиться с искусством оригами. Я тебя научу сегодня складывать вот такой модуль. Модуль – это одна часть целой какой-то фигуры. Допустим, из этого модуля можно сделать фонарик японский. Японцы издревле использовали бумагу в разных целях. Сегодня мы познакомимся с кусудамой, имеющей необыкновенные лечебные и успокаивающие способности. Так как кусудама внутри полая, в нее клали лечебные травы и подвешивали над кроватью больного. Так, ребята, я сделала свою первую оригами. Это было очень сложно, и я не уверена, что сделала ее без Элеоноры Николаевны. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Кристина и Гоша ходят в этот кружок вместе со своим классом. Уроки оригами включили в их школьную программу. Классно, правда? Именно во Дворце детства это первый год, а так я всегда любила заниматься оригами. Из обычного листа бумаги можно сделать много всего интересного. Не только какое-нибудь украшение, там можно сделать елочную игрушку или полезную вещь. В оригами нужна четкость. Если уже что-то неправильно сделал, дальше может пойти что-то не так и может не получиться. Получаются красивые фигурки. И поэтому приятно складывать все, вырезать все. Самая сложная фигура оригами в твоей жизни была какая? Лично поделка называлась Кодзидзи, она немножко сложненькая. И там надо было делать сначала голову, потом тело и соединять вместе. Складывание бумаги оказалось дело не из легких, но оно помогло мне сконцентрироваться и успокоиться. В кусудаме целых 36 складываний, и всех их нужно запомнить. Ну что ж, думаю, мое первое знакомство с оригами состоялось. Так, мой первый фонарик кусудама готов. Он может быть разноцветный, может быть большого размера, но у меня пока такой. Но я буду стараться. На этом у меня все. Пока.